Так, ну что, Надежда, мы приступаем к самому последнему этапу, да, к одному из самых интересных, таких красивых, творческих, да, уже Оформление букета. оформление. Собираем букет сам непосредственно. Мгм. Что нам для этого необходимо? Так, для этого нам необходимо сделать основание, да, то есть каркас для букета. Я сюда использую строительный материал, пеноплекс называется. У нас в любом строительном на рынке продается. Также идут сюда деревянные шпажки, длинные такие, 30 сантиметров желательно. Так, нам нужны флористическая бумага, вот такая, да. Вообще бумагу я такую заказываю в интернет-магазинах, вот, например, в городе Мытищи, да. У нас, потому что в Якутске это все дорого, поэтому стараюсь заказать Нам издалека. намного дешевле там. Да. Мгм. Ленточки обязательно атласные, разные. Но я сегодня принесла вот две, да. Толстая ленточка, тонкая. То есть широкая, тонкая ленточка. Можно горошек, то есть вы должны подобрать под наш букет, да. И это атласная. Есть вот такие у меня ленточки. Они как бы пленочные, да, тонкие. Это мы уже будем на пленку одевать. Так, обязательно нам нужна вот такая пленка прозрачная. Уже в конце, когда мы сделаем букет, мы обернем этой пленочкой, потому что все-таки это продукт, и он должен быть под пленкой. Так, также я приобретаю гофрированную бумагу, такую, да, она нам нужна будет для основания нашего каркаса. Угу. И обязательно зубочистки. То есть мы на зубочистке будем одевать цветы, да, на каркас. Ага. Вроде бы все, приступаем. Ну, каркас я уже сделала готовый. Ага. И какую-то, ну, посудину, да, примитивную, да, вспомогательную. Ага. Чтобы поставить туда? Да. Вот мы приготовили каркас. Еще вот сюда нужна такая вот пленка, да, которую мы продукты заворачиваем. Пищевая. Да, пищевая. Можно полностью его сделать. Это у меня вот тут старенький каркас. Ага. И вставляем вот сюда. Нам нужно сначала закрыть наш некрасивый пеноплекс, да? Ага. Так, отрезаем. Угу. Катерина, подсобите мне. А вообще сюда подходит тишью бумага. Есть такая бумага тоненькая, тишью. Ага, можно ее. Угу. И мы должны вот это все завернуть. Угу. Так, это нужно держать. Вот широкий скотч, конечно, тоже нужен. У меня тоненький. Ага. И вот так вот мне, пожалуйста, и мы обогнем. Вот это мы должны закрыть. Все. Угу. Широкий, к сожалению, в полевых условиях на даче делаем. Ага, поэтому так. По кругу просто. Да, по кругу. Можно обязательно, конечно, полностью обмотать. Это я вам примерно так показываю. Ой, что у нас не зацепилось, да? И широким скотчем, конечно, удобно, да, было бы. Широким скотчем. Это все сделать. Так. Ага, вот мы сделали. Ну, по идее, это полностью можно, да, побольше бумаги. Это я вам просто, к примеру, показываю. Так, теперь нам нужно нарезать нашу бумагу. Ага. Приготовить. Вообще формировать букеты можно разными способами, да. Мы сделаем вот такие вот треугольнички. Мне это всех больше нравится. Посмотрите, вот так вот. Вот так. Для этого я вам покажу, как его можно сложить. Треугольничек. Угу. Так. Слаживаем надвое и еще раз. Вот так вот. И у нас получается вот. В принципе, просто. Да, в принципе, это просто. Ну, где-то штуки 3-4 нам понадобится. Для букетика. Да, для букетика. Смотря какого размера букеты. В основном заказывают букеты 50-60 сантиметров в диаметре. Это вот такой вот ходовой букет, да, можно так сказать.
Это там примерно сколько цветов Ой, там, вмещается? наверное, цветов у меня 30 с лишним вмещается, да. Ничего себе. Да. Мгм. Это я и с бутонами говорю, и с разными. Ну, такой не маленький букетик, да? Почему вообще я букеты продаю от 3000, да? Они говорят, они же маленькие. Ну, я говорю, подложка 20, например, сантиметров, а плюс же мы же будем пушистый, ну, такой большой делать, да, с боков. И выходит он все 50-60. Так, вот мы сделали для него красоту. И теперь нам нужно обвернуть, да? Вот так вот. Ага. Для этого мы берем маленький скотч. Держите, пожалуйста. Хорошо. Маленький вот такой скотч, им очень удобно. Посмотрите. И обворачиваем. Снизу? Да, снизу. То есть закрываем. Так, это что тут у нас? Я срежу. Ага. Так, дальше берем вторую. Мы как-то должны распределить, чтобы они у вас были, ну, то есть ровненько, да? Ага. Берем вторую, тоже обворачиваем. И еще одну. Нам хватило 3 бумаги, да? 3 бумаги. Угу. Так. С края мы все, наверное, главное основание нам зацепить. Потом подправить нужно будет нам края. Тоже это все скотчем можно сделать. Угу. Так, видите, он раскрыт, а нам его нужно закрыть. Поэтому нам вот эти края, ага, подержите, пожалуйста, да? Тоже можно зацепить, да, скотчем. Угу. Зацепить. Так. Где-то на 2, да? Угу. Вот эти, чтобы не болтались края, видите, открываются. Нам их нужно тоже прицепить, как можно вот поплотнее, да, к основанию. Угу. Тоже это все прицепляем скотчем. Многие думают, что это, ой, так просто сделать. Это, ну, вы сами знаете, да, сколько уходит, во-первых, времени. Во-вторых, нужно правильно все это сделать, чтобы у тебя масса не створожилась. Угу. Правильно стабилизировалась. И оформление да, букета. Такая кропотливая работа. Да, кропотливая очень, работа, да. Затратная. И затратная, да. Очень творческая. И вот основание тоже нам нужно сделать. Обязательно это мы просто отрезаем тут. То есть низ, да, красиво, чтобы тоже был украшен. Угу. Угу. Вот такой вот прямоугольничек разрезаем треугольником и обвязываем, да? Вот, чтобы у нас не было видно наших шпажек. Угу. Теперь нужно нам подобрать ленточки. Я обычно завязываю 2 ленточками, можно и 3, кто как, да? Ага. Мы сегодня возьмем, у нас фиолетовые цветочки присутствуют и розовые, да? Поэтому мы возьмем 2 ленточки, розовую и фиолетовую. Чем больше ленточек, тем красивее смотрится наш букетик, да? Угу. То есть шикарно смотрится. Угу. Так, и завязываем дно. В принципе, такая же система, наверное, у флористов, да? Да, да. Ага. Вот в этом мы с ними то же одинаковые. самое практически делается при оформлении букетов. И на 2 раза, да, чтобы наши ленточки не развязались. Угу. Да. Тут еще и нужно учиться на флориста, чтобы уметь делать эти букеты, да? Так и завязываем на бантик. Все, основание готово. Вставляем его. Теперь будет самый наш волнительный момент, да? Так, ну что, и мы готовы уже вставлять, да, букеты, непосредственно сами оформлять цветы. наш букет. Да. Для этого нам нужны обычные зубочистки. Угу. Готовим зубочистки. Чтобы наши цветочки держались, нужно нам их втыкать на зубочистки.
Но это нужно делать не из середины, потому что у вас, если вы начнете с середины, у вас могут тут пустоты быть. Обычно краю, мы начинаем с краю. И нужно смотреть тот момент, куда у нас смотрит бантик. То есть вся красота, когда ты даришь, да, у тебя вот у нас бантик смотрит сюда, значит мы начинаем отсюда. Желательно втыкать на большие цветы по 3 зубочистки. Вот, на самое основание, например, да. Так. И так вот. Так, берем мы, например, ну какой цветочек? Давайте начнем с розочки. Ага. Наш зефирчик, смотрите, не прилипает, значит он готов. Так, и вставляем аккуратненько, не до конца, не до конца. Чуть-чуть должно торчать. Да, чтобы они были на весу. Ага. И идем вот так вот по краю и к середине, да, можно так сказать. Надо смотреть, если цветок большой, то зубочистки чуть-чуть друг от друга. Например, давайте мы вставим сюда гортензию, да? Гортензию. Гортензия такая красивая. Так, тоже чуть не до конца. Так, давайте покажем у нас. Вот так примерно давайте получается. Вот так, да, будем показывать. Конечно, чтобы не было зазоров, еще отдельно делаются листья. То есть они вот, чтобы в букете пустот не было, да, делаются листья, но мы их не сделали. Постараемся, чтобы у нас все вместилось. Так. Так, сюда какой цветочек ставим, Екатерина? Так. Может, розочку? Розочку, да? Поярче. Поярче. Давайте вот красненькую. Так, сюда можно тоже гортензию. Где вот пространства много остается, туда желательно большие цветочки, да, вставлять? Более широкие. Да, наверное? широкие. Вот такие, как хризантема, гортензия, да? Пушистенькие. И вы должны тоже сочетать при этом цвета. Так. Серединку мы поставим эту розочку. Так. Вот смотришь, и кажется, что, ну, похоже на безе, да? Кажется, что они застывшие, засохшие, Вот да? они, да. На самом деле очень мягко. Даже не верится, что это Зефир, да? зефир, да. А с магазинным Красиво. зефиром его, конечно, Не сравнить, да? Не сравнить. Вот нам не терпится попробовать, конечно, самим. Если, конечно, вы смотрите, и что-то вам не нравится, можно цветочек Поменять, да, да? поменять. Обратно его зубочисток снять и поменять. Так. Вот так вот. Ничего страшного, если один цветочек чуть больше, другой чуть ниже. Это даже естественнее будет смотреться, да? Так, сюда мы красную розочку поместим. Посмотрим. Мы должны всегда смотреть, крутить букетик, как он у нас смотрится, да? Ага, вот у нас пустоты остались, мы их должны заполнить. Наш шикарный, почти настоящий букет, да, готов. Я думаю, что камера передает всю его красоту. Надежда, но вы не только собираете букеты, да, но и используете вот подарочные упаковочки, которые сейчас держите. Да, можно, конечно, использовать не только букеты, потому что, ну, люди же смотрят на свои финансы, да. А можно в виде презентика сделать вот таких поменьше, коробочек. да? Смотрите, у меня такие вот коробочки, они разных размеров, я сегодня одну принесла. Они, во-первых, с прозрачной
пленочкой, то есть люди видят, покупают, да, все видно. что внутри. Я оборачиваю ленточкой, украшаю красиво, да. Также есть корзиночки, да, разных размеров, от маленькой до большой, тоже очень красиво, это все эстетично украшается. Сумочки разные сейчас вот в моде, да, цветы в сумочках. Это все можно использовать в зефирной флористике. Ну и вот кто-то, если заинтересовался, да, если самому лень сделать зефир, да, если какие-то сложности, нет времени, да, то всегда можно, в принципе, заказать у профессионалов, да, у мастеров, которые этим занимаются, как Надежда Ищенко. Надежду можно найти в социальных сетях, во всех практически, да? Связаться. У меня уже свои заказчики. Постоянные, да? Постоянные, которые уже попробовали и заказывают не один раз. Вот самый ходовой, да, был праздник, это, конечно, 8 марта, да. Когда мужчины дарили своим женщинам любимым цветы. Очень много, я даже не ожидала, что так будет много заказов. И впредь думаю заняться уже углубленно этим делом, да, своим, то есть постоянно. И жду ваших заказов. Спасибо большое за эфир. Спасибо вам, Надежда, что познакомили нас с этим новым направлением, с этим красивым, творческим, удивительным таким процессом, да. А вам, конечно, успехов. Спасибо большое. Да. До встречи. До встречи обязательно. Надежда у нас, как мы уже сказали, занимается и огородами, и консервами, и много еще чем, да. И я думаю, что мы еще не раз встретимся с ней в нашей программе. Ну а мы с вами прощаемся, увидимся на телеканале Якутия 24. Пока-пока.